Всем привет! Мы в Кыргызстане, едем из города Каракол. И едем мы по дороге в Барсконское ущелье. Извините, если неправильно произношу. Кыргызстан – это невероятно живописная горная страна в Центральной Азии, которую часто называют Азиатской Швейцарией. Если вы любите нетронутую природу, кочевую культуру и захватывающий дух пейзажей, то посещение этой страны определенно must-have. Сейчас мы находимся в самом сердце Тяньшаня, горной системы, название которой переводится как «Небесные горы». Сегодня мы отправимся в одно из популярных мест Иссык-Кульской области – ущелье Барскоон. Здесь водопады плачут как барсы, а горы помнят первого человека в космосе. Поехали! Молодец. Нам опять преградили путь. А они упертые. О, что помнишь? Сколько бы мы ни ездили среди гор, никогда не перестану удивляться и восхищаться этой красотой. Сейчас мы едем по горному хребту Тескейалатоа, что находится в составе горной системы Тяньшань. Тяньшань располагается в Центральной Азии на территории 4 стран – Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Китая. Высочайшей точкой является пик Победы и составляет 7439 километров и находится на границе Кыргызстана и Китая. Просто факт. Высочайшей точкой Беларуси является так называемая гора Дзержинская, высота которой составляет 345 метров над уровнем моря. С Барсконским ущельем связана одна интересная история. В 1964 году Юрий Гагарин, первый космонавт, побывавший в открытом космосе, был приглашен отдохнуть в санаторий на озере Иссык-Куль, чтобы восстановиться после полета в космос. Дорога к санаторию пролегала через Барсконское ущелье. В долгом пути именно здесь остановились на перевал. Пока расстилали плед и накрывали на стол, Гагарин решил прогуляться вдоль реки. Остановившись около огромного валуна, космонавт любовался горной панорамой. Со временем этот камень получил название Гагаринский, а еще позже, в 1990 году, Валентин Борсков на основе этого камня создал монумент с изображением космонавта в гермошлеме. В своей работе художник использовал в том числе и бетон, который постепенно разрушался, и некоторое время монумент был в очень печальном состоянии. Увы, о реставрации тогда речь не шла, поэтому недалеко установили второй памятник – бюст Гагарина на постаменте. Но сейчас гагаринский камень отреставрирован и выглядит отлично. Я зарядил, мы сейчас туда полета, все нормально. Поехали! Куда-то туда. Нам нужно пойти пешком. 5 hours later. Мы шли, оказалось, всего лишь 7 минут, но мы так устали, но мы очень рады, что это сделали. Мы сделали это. На самом деле я была очень удивлена. Я хоть и не спортсменка, но за 7 минут так ушататься, одышка, тяжесть в ногах, краснющее лицо, дымотез янак от прилива крови. Все это, как оказалось, вполне нормально даже при небольшом подъеме на высоте 2324 метра. Именно на такой высоте мы сейчас и находимся. Это вам не гора Дзержинская. На высоте 2300 метров воздух становится разреженным, а атмосферное давление и парциальное давление кислорода снижаются, что может вызвать кислородное голодание, гипоксию, и вызывает учащение сердцебиения и дыхания, а также быструю утомляемость. Возможно, головная боль, ватные ноги, раздражительность или, наоборот, вялость. Содержание кислорода в воздухе остается прежним, около 21%, но из-за разреженности его молекул вдыхается меньше. Физические нагрузки переносятся тяжелее, чем на равнине из-за нехватки кислорода.
Воздух обычно сухой, что способствует быстрой потере жидкости организмом. Благо, по ущелью протекает горная река, где мы пополнили свои запасы. Вообще, у некоторых людей с чувствительным организмом на такой высоте может начаться проявляться горная болезнь. Но мы в целом себя чувствовали отлично. И если бы не 7-минутный подъем в гору, я бы и не сказала, что почувствовала хоть какую-то разницу. Но интересно, что все же есть отличия в наших с Иреном организмах. Все наше путешествие по Кыргызстану мне приходилось щелкать челюстью, потому что постоянно закладывала уши, как при перелетах в самолете. Я уточняла у Ирена каждый раз. У него уши не закладывало, как у меня. Все же Ирен из Турции, у них горы повыше, чем белорусская Дзержинская. Мы приехали на водопад. Название сейчас из головы выпало после всего лишь 7-минутной ходьбы. Мы сходили на водопад. Рядом есть еще один водопад. Мы собирались вроде как на машине. Мы спустились с первого. И справа я увидела вот. Решили мы подняться, и, кто знает, может быть, мы пешком дойдем до второго водопада, хотя он, конечно, по расстоянию не так уж и близок. О, на дереве юрта. Юрта. Burada bile yurt var. Так что мы пойдем дальше. Let's go. Вообще в Барсконском ущелье находится 3, а где-то встречала информацию, что 4 водопада. Брызги шампанского, чаша Манаса и слезы Барса. Водопад слезы Барса, согласно легенде, возник, когда мать Снежный Барс плакала по своим детенышам, разбившимся на скалах, пока она была на охоте. А в другом месте великий герой Манас, легендарный богатырь, объединивший разрозненные кыргызские племена и являющийся центральным героем одноименного кыргызского эпоса, между прочим, самого длинного в мире, чтобы утолить жажду перед походом, зачерпнул здесь воды рукой, оставив в скале глубокую чашу. Так возник водопад чаша Манаса. Но на Google картах и Яндекс какая-то путаница с расположением этих водопадов и их названиями. Поэтому могу лишь предположить, что мы побывали у слез Барса и чаши Манаса. Ну и надеемся, что нам подскажет правильный ответ в комментариях. Мы дошли до какого-то водопада, но, оказывается, это все-таки не наш водопад. Ну что ж, значит, мы посетим 3 водопада. К сожалению, из-за вышеупомянутой путаницы и небольшого недопонимания друг друга мы ограничились 2 водопадами. К тому же, все же хоть и небольшие, но непривычные для наших организмов физические нагрузки на такой высоте давали о себе знать. Усталость была с ног сшибательная. И, о боги, какой же это кайф! Вам просто не передать словами, какое это удовольствие после утомительной прогулки умыть свой домотес янак холодной горной водой. В обычной жизни я не руководствуюсь правилом 2 литров воды в день, но в путешествиях у меня есть небольшая фобия – обязательно с собой иметь воду. Поэтому, конечно же, мы не упустили такой шанс набрать чистой, вкусной горной воды в наши емкости.
Вода очень холодная и чистая. Ama güzel. Acıktın mı? Acıktım. Мы только что сходили в гору, вот туда, здесь ничего не видно, сходили в гору на фонтан, о боже мой, фонтан, водопад. Нашли еще один водопад, проголодались, видимо, местные кыргызские чипсы с копченым мясом. По дороге подкрепляемся, едем дальше в каньон Сказка. Увидимся там. Görüşürüz. Будем рады новым подписчикам, лайкам и комментариям. Поддержите нас. Спасибо.